собраться нам всем вместе, обсудить, как это будет делать, пройтись по каким-то домам, заснять жильцов, чтобы они сказали на камеру свои проблемы и все это смонтировать. Для этого нам нужны люди. Может, кто-то из вас или из ваших знакомых есть, кто этим занимается, чтобы все это снять профессионально. Второе, мы предлагаем это сделать пикет. Ну, конечно, все официально, все по закону, все это зарегистрировать. И также нужен человек, который будет помогать это все оформлять через администрацию. Добрый день всем жителям 17-го квартала. Я тоже в группе в этой. Меня зовут Валерий Иванович. Я живу на Семена Данилова, 7/2. Вот. Решили собрать общее собрание 17-го квартала. По повестке дня у нас стоит по регламенту срочное решение наболевших проблем 17-го квартала. Так как ничего не делается годами, не строится, везде обман, нас водят за вокруг пальца, мы живем в грязи, в воде, люди спят. Не знаю как можно уснуть, когда вода рядом. Вот. Это все надоело. Если мы не будем действовать всем кварталом, а частично домами, у нас ничего не получится. Поэтому нужно сплотиться нам и начать действовать и решать все проблемы сообща. Один в поле не воин. Будем митинг делать. Митинг мирный. Никаких политических там интриг не должно быть. Оскорбления власти не должно быть. Потому что она вызовет гнев, и будут сотрудники, и все это выйдет некрасиво, нехорошо. С местом, значит, проведения дальнейшего митинга мы определимся. Они предлагают Гагаринский округ, площадь Гагарина, потому что здесь якобы негде, в центре не разрешено, по окружной администрации якобы там. Нас мало сейчас народу, а на митинг должны прийти много народу, и там уже будет плакат, с плакатами, там будет уже недовольство. Вот тогда каждый может руководству республики и тем более окружной администрации высказать в лицо, что он говорит. Там это разрешено. Мы сейчас просто проводим собрание о дальнейших действиях и принятии срочных каких-то мер, которые вот топят. У нас площадки такой нет, чтобы сразу каменные дома строить. Поэтому будет частичный снос какой, вот, по районам. Есть все, можно опубликовать дальше и все это в группе написать, какие в первую очередь будут сноситься дома. Значит, про Звездную. Звездную такая обстановка. Звездную построили 7 домов. 3 пятиэтажных, 2 шестиэтажных, 7 домов и 2 семиэтажных. Туда попали люди с квартала тоже, но попали люди вот так, тоже точечно. С одного дома один, со второго и вот так. Расселения массивного нет туда. Там без этого много инвалидов, с детдома, которые погорельцев. Чтобы нас заметило за пределами республики. Для нас ничего не делается. Вчера Арсений Николаев поехал с субботником на 202 микрорайон, где там чисто, а мы здесь сидим в грязи, в луже. Канализация вытекает за пределы дома. Сколько можно все это терпеть? Куда только мы не исходили, инициативная группа. Были в Доме правительства 1, были в Доме правительства 2. Записались с Николаевым самому, чтобы мирным путем это все решить. У нас этого не получилось. У нас коммуникация на 100% сгнила. Мы не можем ждать 2 года даже. Зимой минус 50, мы кое-как выдержали своими силами. Женщины были на квартале с сантехниками. Это мы говорили мэру Григорьеву. Он проигнорировал. А сейчас наступила весна. Мы утонули. Кто нам помогает? Никто. Вот жители квартала подошли. Ну и может быть... Предел наступил. Вот, допустим, я сейчас обращаюсь к Бастрыкину. Обратите внимание на 17-й квартал. Ни одна девочка это плавает в тазике, а весь квартал плавает. Дайте договорить. Когда вы что-то заснимем, отправляйте какую-нибудь Якутию, а вообще в центр. Прям в центр, прямо к Бастрыкину, Трутьеву, чтобы это они все увидели. Очень снега много, с природой не поспоришь. И поэтому
все тонут, а они не успевают якобы. А что ж они думали раньше, знали, что зима, почему они фекалки не заказали зимой, почему не выделили денег на этот, как в Пердигистахе пожар начался, там все новое понастроили, быстро, далеко понавезли. А здесь квартал не могут спасти, выкачать. Да смешно, когда женщина встает, спит, а вода хлюхает. Ну это где видано? Это нельзя там жить, вообще нельзя так. Это аварийные дома. В суд надо подавать. Поэтому сейчас, вот 17-й квартал, если мы будем молча сидеть и ждать манны небесной, наши дома не выдержат этих 2 лет. Давайте так. Давайте, товарищи, давайте так. Кто за митинг, чтобы назначить, когда, какого числа будет, какое разрешение надо взять, как это правильно сделать, чтобы не было противонарушений всяких разных. Кто за, давайте поднимем руку. Все за. Все, значит, решение единогласно. Митинг. Назначить митинг. Ребята, момент. Кто в группах не видел ссылку в нашу группу, пожалуйста, запишите свои номера.